Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Казахстане продолжаются протесты. На этот раз люди вышли на митинги против поправок в Земельном кодексе в Кызылорде и Жанаузене. В Кызылорде митингующих разогнала полиция, а правозащитники заявляют о задержаниях. Это уже все равно какая-то начало какой-то даже войны, жестоким обращением. В Кыргызстане растет количество людей, которые усыновляют детей из неблагополучных семей. Однако процедуру усложняет официальное оформление документов на ребенка. Мы с женой ни разу не пожалели, что пошли на такой шаг. На грани исчезновения оказался уникальный исторический памятник Сарайшик в Казахстане. Он размывается водами реки Урал. Историки бьют тревогу, чиновники ссылаются на нехватку бюджетных средств. Проблема эта давно поднимается, но почему-то государство не оказывает поддержку. Я ответить не могу. Сатирические лозунги, песни и пляски, задержание организаторов полиции. В России прошли ежегодные первомайские монстрации. Обвиняют во всех смертных грехах, что это что-то Майдан какой-то, что мы тут страну разваливаем, что мы продались американцам, сатанистам, марсианам, украинцам, черногорцам, всем на свете. В Казахстане снова митинги. В центре города Кызылорда 1 мая во время празднования Дня единства народа состоялась очередная акция протеста против поправок в Земельном кодексе, которые предполагают аренду казахстанских земель иностранцами. На этот раз власти разогнали митингующих при помощи полицейских. После разгона группе протестующих предложили войти в здание театра, где представители местной власти выслушали их требования. Разговор в театре длился около часа, после чего протестующие разошлись. По рассказам некоторых очевидцев в социальных сетях, полиция задержала и увела с площади нескольких человек. В департаменте внутренних дел города, как сообщает радио «Азатык», отказались давать комментарии. С подобными требованиями в тот же день десятки людей собрались и в центре западно-казахстанского города Жанаузен. После того, как собравшиеся начали скандировать «землю продавать нельзя», на место прибыли мэр города, прокурор и сотрудники полиции. Как сообщила одна из жительниц города радио «Азатык», глава городской администрации, следуя примеру своих коллег в других городах, где прошли митинги, предложил собравшимся написать все свои требования по земельному вопросу и передать ему для отправки в парламент республики. В департаменте внутренних дел также никаких комментариев по этому событию не дали. Несанкционированные митинги и одиночные пикеты против продажи земли проходят в разных регионах Казахстана с 24 апреля. Президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что земельный вопрос поднимают провокаторы, которых нужно наказывать. Как сообщают гражданские активисты, задержания происходят во всех городах, где проходили митинги. Одна из них – правозащитник из Актобе Алима Абдирова. Ее задержали 1 мая. Вот как она оценивает эти события. Началась карательная операция. Эта операция будет длиться до 22 мая, возможно. Потому что 21 мая власть знает, что люди выйдут на митинг, на республиканский митинг. И до 21 числа они должны просто выбить самых таких активистов, даже потенциальных людей, которые, возможно, недовольны, но они могут выйти. Даже с ними внутренняя политика области будет работать. Самых таких ярых активистов будут, конечно, за это время, возможно, с ними будет власть работать. Кого-то будет подкупать, естественно, кому-то что-то будет предлагать. У нас всегда это происходит. Перед выборами обычно у нас происходит. Те активисты, которые говорят, мы независимы и так далее, они исчезают на какое-то время. Я сама свидетельница. Я этого раньше не видела. Сказали ФАС. Сказали ФАС полиции. Сказали ФАС акимам областей. И вы это прекрасно видите, да, что они вытворяют с народом. То, что вчера, когда меня похитили, да, применили насилие, это жестокое обращение, неоказание медицинской помощи и так далее, это уже все равно какая-то начало какой-то даже войны жестоким обращением.
Власти Кыргызстана освобождают близлежащие с узбекско-кыргызской границей территории от частных домов. После вступления республики в Евразийский экономический союз ей необходимо укрепить свои рубежи с государством, которое не входит в ЕАЭС. Однако жители нескольких десятков домов намерены отстаивать свои жилища, поскольку недовольны компенсацией, предлагаемой правительством. На месте побывала наш корреспондент Джибек Бегалиева. Вот этому тутовнику больше 100 лет. Вот размер где-то диаметр больше метров. Его посадил мой дедушка. И полностью эти огороды нас обеспечивают. Дедушкино дерево Адылу, пожалуй, жаль больше всего. Остальное, говорит, можно отстроить заново. $5000 Все 5 домов, в которых живут Нурматовы, пойдут под снос. Вместе с ними с кыргызско-узбекской границы правительство Кыргызстана выселяет еще 30 семей. Их дома стоят слишком близко к территории соседней республики, не входящей в Евразийский экономический союз. Укрепить рубежи ЕАЭС у кыргызских таможенников пока не получается. Мы не съедем, куда мы пойдем? У нас в семье старики, инвалиды, дети есть совсем маленькие. Ее имущество, подсчитала Барчинай, стоит как минимум в 3 раза дороже. Например, за мой дом длиной в 7 метров с участком в 5,5 соток и плодовыми деревьями дают 1 50 000 сомов. За эти деньги я должна или участок купить, или дом. По рыночной цене сотка земли стоит $5000. Пусть тогда нам дают землю. Еще дешевле оценили дом ее сестры, инвалида 2-й группы Рахатай. За двухэтажную постройку с газом, светом и водой ей предложили $14 000. Соседи Нурматовых с решением оценочной компании, которую пригласили в таможенной службе, тоже не согласны. Славянский Восток, приходили они, все, ничего не мерили, даже не смотрели, вот так сфотографировали и все. За один день 34 хозяйства уже мерили они, которые мы сами наняли, целый день все, по кирпичам, по деревьям, по диаметру все рассчитали они. Встроенную мебель и расходы на переезд оценщики не считали, так же, как и деревья с плодами и урожай, за счет которых живут почти все местные жители. Зеленые насаждения, виноград, уже 2 года, если считать, сколько будет урожай. Там черешня, урюк есть, орехи, у нас все есть тут. Вот это роза 15 лет уже. Куда я пойду с этими деньгами? Ничего не могу делать, никуда не пойду. Я не против государства. О том, как проводилась оценка имущества граждан, таможенники на Ошском КПП рассказать не смогли. Попросили взять интервью у столичного начальства. Однако официальные комментарии из-за затяжных майских каникул взять в ближайшее время, похоже, не удастся. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Ошская область. Кыргызстан. В Таджикистане ввели запрет на русифицированные фамилии. Власти республики, согласно новым поправкам в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, прекращают выдачу паспортов с фамилиями, которые имеют русские окончания. Позже они уточнили, что это решение является не запретом, а рекомендацией регистрирующим органам. Представитель Министерства юстиции Таджикистана Джалулиддин Рахимов заявил радио Озоди, что впредь присвоение имен и их правильное написание будут осуществляться согласно культуре, национальным традициям и реестру таджикских национальных имен, утверждаемому правительством. Некоторые таджикские трудовые мигранты выступают за сохранение русских окончаний в фамилиях граждан страны. Они говорят, что зарабатывают на жизнь в России, и смена фамилии может привести к потере работы. Для меня важно оставить окончание «ов», «ович», так как когда-то мы жили все вместе, у нас одна культура. Если будет другая фамилия, то к нам начнут относиться плохо. Могут возникнуть проблемы. Если поменяем на таджикскую фамилию, то могут подумать, что нас депортировали, и поэтому мы поменяли фамилию. Меня задерживают в аэропорту, когда я приезжаю в Россию. В моем паспорте не указано отчество, и поэтому, когда я предъявляю документы, у меня возникают проблемы. Меня долго проверяют. Это право каждого человека, если хочет менять или нет. У моих детей были таджикские фамилии, а у меня с русским окончанием. Мне пришлось изменить и детям, чтобы не было проблем при проверке документов. Так как наши доходы связаны с Россией, то, конечно же, я добавил русские окончания в фамилии моих детей.
Согласно официальной статистике, в Кыргызстане более 8 тысяч детей воспитываются в детских домах и интернатах для сирот. Социальные службы пытаются найти им новые семьи, однако желающие взять приемных детей сталкиваются со сложными процедурами усыновления. Подробности в следующем репортаже. Семья Коджугильдиевых 4 года назад усыновила годовалого Амангельди. Он воспитывался в детском доме. Судьба у Амангельди непростая. Его родители живы, но так как у них очень трудная жизненная ситуация, они оставили своего ребенка в детском доме. История Амангельди не оставила равнодушным семью Коджугильдиевых, и они решились на усыновление. Мы с женой решили усыновить сына, и вот, по-моему, 3-4 года назад мы усыновили сына. Мы с женой ни разу не пожалели, что пошли на такой шаг. На сегодняшний день у нас порядки состоят на учете в районных управлениях соцразвития по республике 329 граждан Кыргызской республики, которые желают усыновить ребенка в возрасте от новорожденного до 3 лет, но желательно здорового ребенка. В целом, усилиями соцработников более 250 детей были возвращены в семейное окружение. Это те дети, которым повезло. Они нашли новые семьи, новых мам и пап. Кроме того, за год было восстановлено около 3000 свидетельств о рождении и другие потерянные документы. Кстати, восстановление документов очень серьезная преграда и для детей, и для родителей, которые ищут своим семьям новых членов. Надо, наверное, все-таки ГРЭСу, Министерству здравоохранения поднять этот вопрос вместе взаимодействия, пока не выписывать маму с ребенком, пока не получат свидетельство о рождении. Знаете, усыновление и официальное оформление документа, оно занимает очень много времени и усложняет работу усыновления людей. Это уходит полгода, год. Надо отметить, что одна из главных проблем, кроме документов, психологическое состояние ребенка и адаптация к новой семье. По статистике, которую не очень-то любят афишировать общественники и чиновники, около половины усыновленных детей оказываются вновь в детских домах через 1-2 года. Не все родители готовы к такому. Например, ожидают, что ребенок будет радостный, счастливый, добрый, открытый. Но на деле большинство детей, они уже закрытые, они уже не доверяют. Наверное, из-за того, что разочаровавшись, может быть, какое-то время они пытаются что-то исправить, и не получается, и им приходится снова возвращать. То есть они контроль, наверное, теряют. Несмотря на все сложности процедуры усыновления, с каждым годом растет число желающих, твердят специалисты. Гулянора Каныбекова, Бакыт Джиналиев. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. На грани исчезновения оказался уникальный исторический памятник Сарайшык в Казахстане. Он размывается водами реки Урал. Историки бьют тревогу, чиновники ссылаются на нехватку бюджетных средств. Проблема эта давно поднимается, но почему-то государство не оказывает поддержку. Я ответить не могу. Сатирические лозунги, песни и пляски, задержание организаторов полиции. В России прошли ежегодные первомайские монстрации. Обвиняют во всех смертных грехах, что мы тут это как бы что-то Майдан какой-то, что мы тут страну разваливаем, что мы продались американцам, сатанистам, марсианам, украинцам, черногорцам, всем на свете. Уникальный исторический памятник, руины средневекового города Сарайшык в Атырауской области Казахстана, на грани исчезновения. Территория городища, которое было некогда столицей Золотой Орды и Казахского ханства, размывается водами реки Урал. Историки просят спасти Сарайшык, чиновники ссылаются на отсутствие финансирования. Рассказывает Санат Ураналиев. Последние фрагменты городища Сарайшык находятся вблизи одноименного казахского аула, в 50 километрах от Атырау, нефтяной столицы Казахстана. 80-летний Молдаш Бердымуратов – хранитель местного музея. Он говорит, что воды реки Урал размывают территорию уникального городища, унося часть культурных пластов. Под водой бесследно исчезают бесценные исторические артефакты, обнажаются человеческие останки. Аксакал неоднократно обращался к властям с просьбой укрепить берега реки, чтобы сохранить городище. Такие же просьбы уже много лет озвучивают местные историки, но их не слышат. 3 года назад приезжала делегация из чиновников, археологов и журналистов во главе с акимом области. Они обещали, что в последующие годы возобновят раскопки и укрепят берег реки. Но, несмотря на ежегодные обещания, берегоукрепительные работы так и не начаты. Приблизительно так выглядел Сарайшык во времена своего расцвета.
По версии некоторых историков, город построил основатель Золотой Орды хан Бату в XIII веке. Здесь похоронены 4 золотоордынских и 3 казахских хана, в том числе Касым, сын основателя казахского ханства Жаныбека. Сарайшик, как утверждают историки, одно время был столицей казахского ханства. Археологи называют городище крупным центром караванных путей. Это подтверждает найденные в городе монеты из древних городов, керамика и фарфор. Здесь были дворцы, водопровод и канализация. По одной из версий, в конце 16 века Сарайшик был разрушен казачьими отрядами. Город, по некоторым данным, восстановили, но затем он пришел в упадок. Причины гибели города точно неизвестны. Ясно одно – без участия государства память о Сарайшике может исчезнуть навсегда. В советское время русло Урала изменило свое течение, и река уже смыла больше 200 метров территории городища. Проблема эта давно поднимается, но почему-то государство не оказывает поддержку, я ответить не могу. В областном управлении культуры говорят, что пока готов только проект берегоукрепительных работ стоимостью 1 миллиард 600 миллионов тенге. Работы планируется начать до 2018 года. В целом, охрана исторического памятника, как говорят местные власти, больше в компетенции Министерства культуры и спорта. Министерством культуры и спорта запланированы работы по реставрации и консервации исторических и археологических памятников городища. В рамках программы по развитию культуры со стороны министерства соответствующие мероприятия вокруг Сарайшика должны быть выполнены поэтапно до 2018 года. Комментируя ситуацию вокруг Сарайшика, министр культуры и спорта Арыстамбек Мухамедиула заявил, что сохранение исторического памятника в компетенции областных властей. Министерство не будет выделять финансирование. Официально празднование 550-летия казахского ханства в прошлом году обошлось властям примерно в 23 миллиарда тенге. Сарайшик торжества обошли стороной. Санат Урналиев, Азаттык ТВ. Первомайские демонстрации проходили во многих странах мира, но не везде они закончились мирно. Один человек погиб при разгоне первомайской демонстрации в Стамбуле. По данным местных СМИ, он попал под машину. Для разгона митингующих полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Столкновениями с полицией закончилась и демонстрация в Париже, посвященная реформе трудового законодательства. Митингующие бросали в стражей порядка бутылки и камни, после чего демонстрацию разогнали. Обошлось без жертв. А вот ежегодное шествие в Новосибирске «Монстрация» прошло без инцидентов. Правда, главный идеолог акции, художник Артем Лоскутов, все равно оказался в автозаке. Монстрация – это что-то среднее между карнавалом и демонстрацией. Участники надевают яркие костюмы, придумывают веселые лозунги и идут колонной по городу. Но и к таким перформансам, не имеющим ничего общего с политикой, местные власти относятся настороженно. Участников карнавала обвиняют то в оскорблении чувств верующих, то в подрыве конституционного строя. Кому мешает молодежь с плакатами, выясняла Марина Мышко. Вот так, с абсурдными плакатами, в ярких костюмах и с приподнятым настроением 2000 человек начали монстрацию 2016. А вот так монстрация закончилась. Финал для идейного вдохновителя Артема Лоскутова уже становится нехорошей традицией. В прошлом году он также был арестован на 10 суток из-за того, что шествие провели без согласования. Но на этот раз все же было строго по закону. Впрочем, согласования организаторы добивались не один месяц. «Здесь вам не Москва», услышал Лоскутов от новосибирского чиновника при очередном отказе. В итоге фраза стала главным лозунгом шествия. Все друг с другом подцапались, там Жириновские, губернаторы, мэры, все остальные. Вот. Но по факту все это возня вылилась в давление, в том числе и на демонстрацию, довольно сильное, на участников акции. Их обвиняют во всех смертных грехах, что это Майдан какой-то, что мы тут страну разваливаем, что мы продались американцам, сатанистам, марсианам, украинцам, черногорцам, всем на свете. Нынешнюю монстрацию разрешили только в составе всешествия, санкционированного властями. Но монстранты, как могли, выдерживали почтительную дистанцию и старались держаться независимо. При этом каждый отстаивал свое право на один день абсурда. Можно пройти в дебильном костюме, пройтись по улицам города, и менты тебя не побьют. Я не считаю, что я представляю
угрозу, как один из членов этих вот активных, возбужденных, как вы сказали, людей. Ну и сомневаюсь, что другие представляют какую-то значительную угрозу. Я посещаю монстрацию уже 4-й год подряд, и каждый раз здесь получаю море положительных эмоций. Да, и просто творческий момент, когда ты можешь подготовить плакат и выйти потом с ним. В прошлом году у меня тоже были на этом щите 2 плаката. Ну, там была маньячная тема. Мания величия Родины и мания преследования Родины. На протяжении всего шествия за монстрантами пристально следила полиция. Впрочем, участников такое внимание не смутило. Толпа гордо требовала моря и зрелищ, старательно держала себя в рамках приличия и утверждала, что мир ждет кота. Все это бред, и такому не место на улицах мегаполиса, продолжают настаивать противники монстрации. Но практика показывает, что пока одни критикуют, другие поддерживают. Причем в числе поклонников нередко представители старшего поколения. Нормально, конечно, все актуально. Запрещать не стоит? Нет, а что? Ничего плохого. Вообще отличное мероприятие. И, несмотря ни на что они пытались сделать это мероприятие политизированным, так не получилось. Оно на самом деле крутое. Когда запрещают такую акцию, наоборот, еще сильнее, так скажем, популяризируют ее, да, и заставляют людей обращать на нее внимание. Ваши чувства никакие не оскорбляют подобные шествия? Вообще никаких чувств. Ну а какие чувства она может оскорбить, монстрация сама по себе? Люди свое говорят. Так что это их право, я считаю. На финише монстранты сдали плакаты, но не на макулатуру, а в музей. Выставку обещают открыть в Новосибирске 3 мая. Освободившийся через несколько часов Артем Лоскутов в своем твиттере подтвердил, что экспозиции быть. А в пятницу, 6 мая, состоится суд по делу идеолога монстрантов. Ему грозит до 10 суток заключения. И это при том, что в мэрии заявили, что монстрация прошла без сучка, без задоринки. Однако в полиции настаивают. Лоскутов нарушил порядок проведения мероприятия. Марина Мышко, Сергей Чудинов. Настоящее время. Новосибирск. В грузинской деревне Шухути Пасху отмечают не только церковной службой и традиционным застольем, но и весьма жесткой игрой лела. Ее называют грузинским регби без правил, а участвует в матче вся деревня. Подробности в репортаже Рейтер. В грузинской деревне Шухути пасхальная служба заканчивается игрой в лела. Так называют 16-килограммовый кожаный мяч. Внутри него земля и опилки, увлажненные красным вином. С порога церкви священник бросает мяч в толпу. Старт игре дают ружейным залпом. То, что начинается потом, похоже на массовую драку, хотя местный священник называет это братским соревнованием. Лела делит всю деревню на 2 команды. Они соревнуются в силе, но все они братья. Эта игра существовала на протяжении многих столетий, и сегодня мы продолжаем в нее играть. Даст Бог, все закончится мирно. Правил здесь нет. Поле сражения – 150-метровая площадка между 2 ручьями. Каждая команда пытается затащить мяч на свою сторону, за ручей. Толкая друг друга, десятки людей борются за мяч. Крики, облака пыли, рваная одежда и теряющие сознание участники. В игре без правил победить не так-то просто. И если для местных такое соревнование уже привычная забава, то для любопытных туристов – серьезные испытания. Это тяжело. Дома я играю в регби и ранее занимался борьбой с парнями из Грузии, так что я думал, что отлично подойду. Но это оказалось очень тяжело. В этом году игра продолжалась 3 часа, после чего команде Мальхаза Варгелидзе удалось одержать победу. Ее он посвятил своему другу, погибшему во время прошлогоднего матча. Мы почти проиграли, но затем выиграли. Слава богу, все прошло хорошо, и сейчас мы несем мяч на могилу Атара Имнаишвили. Где и когда зародился этот вид спорта, неизвестно. Сегодня соревнования по лела проводятся лишь раз в году и только в деревне Шухути. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.